Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Удивительные события будущей недели. Давайте посмотрим, что вас по-настоящему удивит на будущей неделе. Загадайте на себя, и пусть песочек все покажет и все расскажет. Также всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, донатами, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все вопросы и послать только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Действительно необычная неделя. Вы от какого-то зла освободитесь, зло какое-то победите. Здесь показан какой-то растерзанный осьминог, как будто бы вы щупальца этому осьминогу поотрываете. Осьминог — это вообще не очень хороший знак. Это знак человека опасного, хищного, человека, который сеет вражду, брань, который затевает что-то плохое, пытается вот этими своими липкими щупальцами схватиться за вас и увлечь вас на глубину, да, там, где темно, где холодно, где кислорода не хватает. Но вы как будто бы щупальца этому осьминогу поотрываете. Не на ту напал, да, не на того напал, не на того нарвался. И себя защитите, и каких-то людей тоже защитите. Что вас удивит? Да то, что этот осьминог, он такой хиленький, вяленький, и что с ним так легко справиться. И еще вас удивит то, что вы способны защитить себя, способны защитить других. И сила, которая у вас есть, она вас тоже удивит. Да, какому-то недоброму человеку очень плохо придется на будущей неделе. А вы молодец, вы герой, вы героиня. Примите овации, примите поздравления. И знайте, что вами очень многие будут восхищаться. Откровенно, от чистого сердца о вас будут говорить, о вас легенды пойдут. Это не сплетни, это именно легенды. Потому что легенды именно о героях идут обычно. Вот и вы герой, вы героиня, и пойдут легенды. Может быть, даже у вас кто-то отдельно придет, даже там поздравит, будет жать вам руку, обнимать вас и говорить: вот, ты молодец, ты такой умный, такой хорошая, от такого зла нас избавила. Да, видите, вот растерзанный осьминог. Дальше, мои хорошие, вас очень удивит поведение какого-то человека. Человек кажется отстраненным, грубым, холодным, таким, знаете, недоступной. И этот человек всегда как-то стороной держался. Не только вас, но и, в принципе, других людей. Как отшельник, либо отшельница. Может быть, по должности было так положено. Да? Человек занимает высокую должность. Допустим, это ваш начальник на работе. Либо это, в принципе, какой-то начальник. Ну и как бы не было никакого тепла. Вообще казалось, что этого человека никто и ничто не интересует. Но именно на этой неделе этот человек покажет свою сердечность. Вот какая-то доброта идет от этого человека, участие, сам подойдет, сам что-то будет предлагать. Проявится очень тепло, очень по-доброму и так, как никто не ждет. Ну вот как раскрывается человек на самом деле. Может, вы думаете, что ваш начальник либо начальница — это угрюмый, злобный человек, а окажется, что нет, человек с большим сердцем, но, допустим, должность отложила свой отпечаток. Либо человек раскрывался со временем, да? Может быть, доверие сформировалось, и человек теперь может доброту проявлять. В общем, я вижу, что именно вам конкретно, кто смотрит эту отливку, придет тепло. Тепло от этого человека. Конечно, вас это порадует, конечно, вас это удивит, но это предтеча. Дальше будет больше. Возможно, в коротком времени вы прям подружитесь с этим человеком, у вас сложатся идеальные дружеские отношения, даже если это ваш начальник либо начальница. Еще, мои хорошие, вас удивят ваши дети. У кого есть дети, ну, либо внуки, а может быть, вы работаете няней,
либо гувернанткой, может, в школе, либо в детском саду. Школа, наверное, уже закрыта, да, там, детский сад, допустим. Удивит то, что дети такие мудрые, такие взрослые, знания детей, умение видеть мир как взрослый и понимание того, чего от них хотят. Удивит и порадует. Дальше. Какие-то высокие лица, высокопоставленные лица, поведение этих людей, либо реакции этих людей, станут как хохмой, как каким-то стендапом. Это даже не опозориться, это потерять свою репутацию, потерять свое лицо. Да, есть же такое выражение «потерять лицо». Вот мне идет, что какие-то высокие должностные лица потеряют свое лицо. И если раньше как-то их там боялись, либо уважали, может быть, кто-то любил даже, там, голосовал за них, то теперь вот идет чувство отвращения и чувство такое, знаете, вот клоун, да, человек как клоун ведет себя, как посмешище, позорище, да, пугало огородное. Вот такая реакция у людей пойдет. Это не только у вас, это практически у всех. Кто-то прям проклинать будет, кто-то прям будет смеяться, высмеивать человека, либо людей, да, вот там политиков, допустим. Но вот такой момент показан. Опозорятся. Высокопоставленные лица очень сильно опозорятся и оскандалятся, и репутацию свою потеряют. И я вам так скажу, тут еще какое-то продолжение будет. Возможно, не на следующей неделе, возможно, чуть позже, но вы прям с интересом будете следить за этим позорищем. Да. Дальше в собственном доме у вас какая-то атмосфера здоровая, положительная, уютная, теплая, больше смеха, больше приятных моментов. Что-то вот меняется у вас в доме и меняется в лучшую сторону. Может быть, вы чистки делали, может быть, вы негативных людей не впускаете, а может быть, действительно, люди понимают, что лучше жить в миру, в гармонии, в добре, чем постоянно вот склоки, выяснение отношений, либо какие-то глупые надуманные претензии. Прям будете отдыхать и душой, и телом в собственном доме. Такое хорошее, почему бы и нет. Особенно если вот накануне какая-то ссора произошла. Прям все сгладится, все забудется, все будут стараться, да, поддерживать эту хорошую атмосферу. И всем будет уютно, всем будет хорошо. С левой стороны, не знаю, подруга, скорее всего, не чужая женщина, подруга либо родственница. Странное поведение, странные какие-то манеры, взгляды, слова. Как-то вести себя будет, как будто бы она чужая, как будто бы она... Нет, вернее, как будто бы вы ей что-то должны. Вот с каким-то холодом, со сталью в голосе будет с вами разговаривать. А вы понять не сможете. И вам еще, кстати, некогда будет, вы какими-то делами будете заниматься. И вы такая, надо разобраться. Но так руки не дойдут. Непонятное, неприятное поведение этой женщины, конечно же, останется осадочек. Но, тем не менее, я вам скажу, что эта женщина, вот что-то себе такое надумала, заочно вас в чем-то обвинила, заочно вас в чем-то подозревает, может быть, не просто подозревает, да, обвинила, приговор вынесла. И вот ей кажется, что вы ей что-то должны, либо вы чем-то перед ней обязаны. И вот она там, видно, ждала, что вы ее благодарить будете, там, ручки ей целовать, а вы не стали. И она вот всем своим видом, да, это демонстрация намерения призвать к вас к ответу, будет вот это все показывать. Странная она, конечно, странная. Может быть, у нее проблемы с психикой, с ментальным здоровьем. А может быть, она всегда такой была, просто умело маскировалась. Вам это отношение либо поведение тоже покажется обидным. И вы такая, ладно, мне сейчас некогда, поэтому я с тобой разберусь. А у вас действительно на будущей неделе очень много дел будет. Как-то с работой связано, либо с какими-то вопросами. Вы постоянно где-то находитесь, вы что-то решаете, вы в процессе, вы чем-то занимаетесь. Если у вас свой собственный бизнес, то вопросов будет очень много, и работать вы будете больше, чем обычно. Может быть, нахлынут клиенты, может быть, вы вводите новые позиции товара, может быть, расширяете ассортимент, может быть, вы
не знаю, какие-то документы там должны сделать, подготовить, сдать куда надо. Процесс прям кипит и бурлит. Если вы на кого-то работаете, то будет много интересной работы. Вот в прямом смысле слова «интересной». И вы с большим удовольствием вовлечены, занимаетесь даже не за вознаграждение, не ради какой-то звездочки либо одобрения начальника, а потому что вам это нравится. Вам это нравится, у вас это получается, может, кого-то даже заменять будете, да, так вольетесь, что вас за уши не оттянут. Если вы домохозяйка, либо вы на заслуженном отдыхе, то вы себе точно работу придумаете и будете очень активно ей заниматься. У вас как прилив сил, прилив энергии. Вы чувствуете, что вы можете, вы хотите, вам это нужно, что вы так именно проживаете свою жизнь. Не то, что вы там где-то в стороне находитесь, а именно проживаете. И надо отдать должное, в ваших руках цветет цветок граната. Это очень крутой знак, это очень, во-первых, крутой цветок, а во-вторых, как знак очень замечательный. Цветок граната, вообще гранат считается королевским фруктом, да, потому что у самого плода граната вот эта вот корона наверху. Цветок граната ничем не хуже. То есть все, за что вы возьметесь, либо будете браться, чем вы будете заниматься, для вас окончится именно тем, что вы корону обретете. Да, вот прям и по чести, и по совести, и по любви, и очень удачно. Да, прям получается, вам как везет, да, у вас вот прям с первого раза все выходит, никаких сопротивлений, ограничений, каких-то неудач нет. Очень хороший момент. Дальше вижу человека на осле, едет в вашу сторону. Осел — это, конечно, прекрасный зверь, прекрасное животное, но очень упрямое и очень капризное в плане поведения, да. Хотя есть очень воспитанные ослики, но в целом как бы на песке осел — это все-таки знак упрямца. Упрямицы человека, который вот все равно делает по-своему. Если хочет, то делает, если не хочет, никогда не заставишь. На этом осле едет человек. Едет он именно к вам. Упрямый человек, либо человек с гонором, с характером. И вам придется с этим человеком как-то иметь дела, договариваться, может быть, даже чем-то совместно заниматься. Хочу сразу сказать, что вопреки вашему ожиданию, вы понимаете, кто ко мне приходит, едет, и вы думаете, вот точно намучаюсь, вот точно будут проблемы. Но на самом деле никаких проблем не будет, потому что человек едет именно к вам, по направлению к вам. То есть человек готов слышать, слушать, воспринимать и не будет создавать вам никаких проблем. То есть то, что кажется сложным, трудным и нервным, будет легко, быстро и очень комфортно. В каких-то дружеских тоже нотках все пройдет. То ли человек перевоспитался, но то ли человеку вы очень нужны, прям позарез нужны, и он готов прям на все пойти, лишь бы с вами, лишь бы вы помогли, либо поучаствовали, и готов прям соглашаться со всем, что будет сказано, либо предложено. Да, вопреки вашим ожиданиям, все-таки хорошие взаимоотношения. И еще показано, что чья-то жаба будет очень громко квакать. И она как будто бы, видите, взбирается по травинке. И чем выше она поднимается, тем громче ее слышно. Это какой-то завистник, либо завистница, да? Потому что жаба — это все-таки про зависть. И этот человек достаточно ярко проявит свое отношение к вам. И вы точно этого не ждете, либо вы скажете: да господи, акстись, чему завидовать? Чему ты завидуешь? Потому что я много и тяжело работаю, либо там кручусь, верчусь, выживаю. Чему ты мне завидуешь? А человек не сможет объяснить. Просто вот пойдут какие-то тупые обвинения, какие-то тупые претензии. И это продлится как несколько дней, да, потому что эта жаба, видите, вот она взбирается по этой травинке. Прям ква-ква-ква, и в вашу сторону летит. Даже какие-то люди будут пытаться остановить эту жабу, то есть вмешиваться и говорить: ты вообще о чем? Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ты отдаешь себе отчет, какую ересь ты говоришь? Это неправда, это неправильно, это все придумано, ты неправильно воспринимаешь. А человек не успокаивается, все лезет и лезет вверх. Вот как несколько дней придется потерпеть. Либо будете несколько дней ходить и думать: да как так? Чему завидовать, да? Но надо же.
зависть пойдет, прям не сможет сдержаться. И ты понимаешь, что этот человек всегда завидовал, а тут вот прям что-то случится, что человек не перенесет. То ли то, что вы победите какого-то осьминога, то ли еще, что вас хвалить будут, либо с вами будут сотрудничать, да, что у вас все получается. Прям не сможет стерпеть и себя и выдаст, проявит. И в то же время вы поймете, что зависть была всегда. Дальше. Здесь мужчина с лопатой, но так ему не хочется копать, но придется. Этот мужчина вам что-то пообещал, и вот не хочется ему это делать, но вы то ли рядом, то ли вы какое-то условие поставили. Вот с неохотой будет копать. Да, будет. Может быть, дольше, чем положено, либо дольше, чем вы ожидаете, но работу свою сделает. Да. Все-таки не могу сказать, что заставляете. Скорее всего, под какое-то условие он это все сделает. Вот, справится, молодец. Тут можно будет и похвалить. Ну, и укорить за то, что долго, но и похвалить за то, что наконец-таки все сделал. Дальше у вас тут лошадь слева направо бежит. Ну, лошадь — это работа, это бизнес, это дела, это занятость человека. Лошадь подбегает, на ней нет седла, у нее очень длинный хвост. Это может быть предложение по работе, по сотрудничеству. Это может обратиться к вам какой-то вот клиент будущий, да? Человек, с кем вы будете очень долго и плодотворно сотрудничать, работать вместе будете. Также эта лошадь может подбегать не только к вам, но и кому-то из ваших близких. Возможно, кто-то из ваших близких получит приглашение на работу, на подработку, либо на участие в каком-то проекте. Ну, хороший знак. Лошадь — это всегда хорошо. А особенно, когда так неожиданно, да, слева направо бежит. Дальше. Вижу вас перед какой-то шкатулкой, и вы с интересом в нее заглядываете. Ну, шкатулкой могут показать и какие-то скрытые факты, скрытую информацию, доступ раньше, чем другие, к важной информации. И также открытие того, что было от вас скрыто, что было вам недоступно. Шкатулочка небольшая, но она какая-то прям очень глубокая. Там, знаете, читать, изучать очень много времени потребуется. Поскольку у вас очень много занятости, да, загрузка очень большая, скорее всего, будете потихонечку из этой шкатулки черпать. Каждый раз, получая там новый документ, либо вытаскивая новые знания, будете очень удивляться. Вы о таком никогда не думали, не подозревали, в голову не приходило. Здесь как все новое для вас. Вот новая информация открывается. Но открывается постепенно, потому что вот загрузка у вас, вам просто некогда сидеть и изучать эту шкатулку. Может быть, это какая-то научная работа, да? Может быть, это чьи-то письма, может быть, это какие-то интересные посты в интернете, да? Может быть, какой-то новостной канал. Ну, у каждого по-своему отыграется. Будете потихоньку изучать. Дальше здесь показывает человека, заняты руки, в руках что-то огромное. Человек идет, еле несет. Вы знаете, перед собой вот так несет. И тяжело, и бросить не может. Но что-то хорошее. Это не вы, это к вам кто-то идет с какой-то помощью, либо с какими-то подарками. Может быть, чем-то с вами поделятся. Может быть, человек вам накануне сказал, что вот я там на даче урожай собрала, да, хочешь, я тебе там дам чуть-чуть. И вы такая, ну, чуть-чуть можно. Человек вам принесет огромный, не знаю, там мешок, сумку принесет. Вы аж ахнете, скажете, что мне с этим делать? Кушать, да, использовать, закрутки делать. Много вам принесут. Может быть, мамочка к вам приедет, да, с гостинцами и привезет вам там на целый год запасов. Ну, бедненькая тащит прям сама, тяжело, но не бросает. Ой, не бросает. Ну, человек любит вас, очень хорошо к вам относится, и чистого сердца вам это все, значит, тащит на своем горбу, можно так сказать. Дальше. На любовь не хватает времени, на личную жизнь не хватает времени. Здесь на вас ваш парень, либо муж может даже обидеться, ну, либо жена обидится, да, если смотрит меня мужчина. Вот нежности не хватает. Ну, как так, да? Вы все в работе, в делах, и ногам эти щупальца отрываете, а на любовь времени не хватает.
как-то у вас романтика на второй план отойдет. Хотя, возможно, вы что-то планировали, либо вы думали, обещали там своей половиночке, что я там тебя куда-нибудь отведу, либо вместе время проведем. Времени на любовь катастрофически не хватает. Если вы парень и девушка, то постоянно будете там созваниваться, либо списываться и говорить, что ну не сегодня. Не сегодня, много работы, устала, там некогда. Ну вот как-то так идет. Человек даже немножечко загрустит и обидится. Ну, может быть, и не подаст виду, но тем не менее, вы прям это почувствуете. Вы сильный эмпат, вы это почувствуете. Кстати, по поводу личной жизни, мне вот не совсем понятно, хотя наверное, таки это кто-то из вашего прошлого. Тот, кого вы очень давно не видели. Тот, с кем достаточно громкий разрыв у вас произошел. Почему-то вот мне идет, что вы будете шокированы тем, что этот человек объявится. Может быть, так плохо расстались, что уже казалось невозможным заново встретиться, невозможно общаться. А человек вот прям лезет в вашу жизнь, как будто бы ничего и не было. Либо у вас так все хорошо было, и вы только вчера расстались, друг друга поцеловали, пожелали доброй ночи. И вы такая, ничего себе, да? Либо мужчины на себя переворачиваете. С такой наглостью к вам лезут, вмешиваются, еще какие-то права качают. Придется отбиваться от бывшей, либо от бывшего. Мне почему-то идет, что человек прям как назойливая муха. Да? Может быть, в дверь будет стучаться, караулить вас около дома. Может, начнет вам написывать мессенджеры, там, смс-ки кидать вам до бесконечности. В какой-то степени из себя можете выйти, да, из такого поведения. Дальше у вас здесь луны. Ну, луны — это интуиция. У кого-то интуиция прям будет очень ярко проявляться, причем в разных сферах жизни. А у кого-то могут быть сны. Сны, которые действительно предсказывают пророческие вещи, сны. Но тут не один сон, это как минимум 4 луны, да, 4 сна, 4 ночи подряд. Либо в 4 разных ситуациях очень ярко проявится ваша интуиция. Так, себе верим, себя уважаем, себя ценим. И если интуиция вам подсказывает, то время остановиться и прислушаться. Если вам сон снится, старайтесь его расшифровать. Тем более сейчас огромное количество есть сонников, и в том же интернете любой можно найти. Все собрано, да, вот читай не хочу. А вот здесь показано, что разорванный парус кто-то пытается зашить, ну, либо сшить. Это не вы, это кто-то, кто вас любит, кто к вам очень хорошо относится. Скорее всего, речь идет о какой-то мечте, либо о каком-то желании, от чего вы отказались, то есть разорвали парус. Вы сказали, что это невозможно, либо у вас нет на это средств, либо нет такой возможности для вас. И вы такая, ну все, типа, не буду мечтать, ну потому что не сбудется. А тот, кто вас любит, решил вам в этом помочь, либо решил для вас, вам исполнить мечту. Сидит и сшивает ваш парус. Ну, видите, как к вам хорошо люди относятся, да? Либо есть тот, либо та, кто ради вас на все готов пойти, даже сшить ваш парус. Ну, заново как восстановить получается. А вот здесь показано, что вы перед кем-то будете как выступать. Но это даже как не диалог, а монолог, да? Вы говорите, а вас слушают. Причем слушают, на удивление, с открытыми ртами. Может быть, на работе, может быть, там среди знакомых, среди родственников. Какую-то прям речь, да? Будете читать речь. И так грамотно, так четко, так интересно, что слушатели просто вот с открытыми ртами будут стоять и внимать всему тому, что вы говорите. Такая вот прям тишина, да, тишина, и вы говорите, вас слушают и просят продолжения, расскажи то, расскажи сё. Прям почувствуйте себя очень востребованным оратором и действительно поймете, что вы можете это делать, да, что вам не нужно этого стесняться, что вам есть чем поделиться с людьми, которые вас окружают. Ваши знания, ваша мудрость, ваши познания очень востребованы, они нужны другим людям. Ну вот перед кем-то выступаете. Какая-то гора дымится. Прям дым уже идет. А от вас эту гору кто-то спиной прячет и говорит, да нет, тебе показалось. Это пыль. А это не дым, это пыль.
То ли у кого-то из ваших знакомых, родственников есть проблема, человек прям скрывает, там уже, понимаете, дымится, скоро плавиться начнет, а человек такой: нет, нет, тебе показалось, это не так. Но вы прям сердцем будете чувствовать, и все, что вы чувствуете, правдой окажется. Человек наделал ошибок, либо попал в какой-то переплет и теперь пытается своими силами справиться, но, к сожалению, не вытягивает. Может быть, вот к концу недели вы этого человека прям заставите правду рассказать. Ну, либо настолько изменится ситуация, что человек сам прибежит и скажет: да, ты была права, и там действительно дымилась, теперь лава идет. Помогай, да, спасай, выручай. Ну, для вас это гора мелкая, вы с ней быстро справитесь. Вот. А человеку потом, я так понимаю, вы скажете, да, что зачем нужно было затягивать, можно было сразу обратиться, и сразу бы все порешали. Какая-то ветка оживать начинает. Ветка, сухая ветка, на ней почки появились. Что-то, чем вы когда-то давным-давно занимались, либо люди, с которыми вы когда-то давно общались, как напомнят о себе, либо вспомнят о вас, либо какой-то очень сильно запоздалый результат придет. Ну, допустим, вы когда-то там год назад хотели работать в какой-то фирме, отправили им свое резюме. Ни слуху, ни духу, год прошел, и тут вам от этих людей звонок. И они такие: вот, здравствуйте, мы из этой компании, не хотите ли вы прийти там с нами посотрудничать, да, пройти интервью? И вы такая: что? Это было год назад. Вы что там, с ума посходили? Либо, возможно, ситуация связана с тем, что вы во что-то вложились, либо где-то заявку оставили, да, как о вас вспомнят, резко и неожиданно. Я говорю, у вас удачи много на этой неделе, у вас этот цветочек граната в руках. Очень сильно вас это удивит. Равно порадуетесь, что пусть там через год, через полгода, но результат все-таки пришел. Для вас, кстати, это вот прям как добрый знак. Вы сами себе говорите: это добрый знак, и вы правы. Это действительно добрый знак. В самом венце у меня люди как что-то празднуют, как чему-то радуются, веселятся. Их немного, похоже на семью, да, вот там 5-6 человек, не больше. Но причина для радости, повод для радости, он очень весомый. Это не какая-то ерунда, это не какая-то мелочь. Это прям целый трезуб. Ну, какой-то прорывной мощный момент. Под конец недели праздник у вас будет по этому поводу. То ли вы, то ли кто-то из ваших близких добьется чего-то, чего не мог добиться на протяжении там долгих месяцев, либо долгих лет. И вот по этому поводу вы устроите праздник. Может быть, куда-то пойдете, да, в кафе, в ресторан, может быть, дома там устроите посиделки. Но это действительно праздник в очень уютной, теплой компании, а повод, он просто шикарный, как королевский какой-то повод идет. Это радость на благо и явно поднимет вам настроение и сблизит людей в этой маленькой компании. Мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.